Всем привет! Сегодня будет завершающий обзор на тему глинок Мелиус. И пробуем Мелиус голубая и Мелиус соленая. Объединим сразу две эти глинки в одном видео, потому что я думаю, особой разницы между ними, кроме соли, мы не обнаружим. Итак, вот эти две красавицы, Мелиус голубая и Мелиус голубая соленая. Начнем, пожалуй, с голубой. Кусочки некрупные, напудренные, гладенькая, шелковистая. Ручки пачкает. Откусывается с глухим хрустом. Во рту хрустит недолго. Сразу же тает в нежный жирный крем. Практически не залипает. Больше, я бы сказала, обволакивает. Можно сказать, что поначалу суховато, но очень быстро тает в сметанку. Вкус мокрых бетонных стен и пыли. Глинка жирная, маслянистая. Скрипа практически нет. Песка точно нет, но есть иногда такое легкое поскрипывание кремния, совершенно незначительное. Ощущается только если зубы сильно-сильно сжимать. Вкус у глинки яркий, но я бы не сказала, что он запоминающийся. Нет у него какой-либо индивидуальности. То есть глина очень похожа на себе подобные голубые глинки, также башкирские. Взять хотя бы бархат, мрамор, голубая сандин. Абсолютно идентичные глины, лишь с небольшим каким-то отличием. Бархат, может быть, имеет терпкие нотки. Сандин может немного по суше, но в целом практически один и тот же вкус. Кусочек интересный, желтенький внутри. Тоже не скрипит, чистенький. Вообще глинка неплохая. Ну, как я уже сказала, очень похожа на среднестатистические голубые глинки. Ну и, наконец, последняя глинка из моей коллекции мелиузов. Голубая соленая. Попробуем. Мягенько откусывается. Также глухой хруст. Нежная, для зубов комфортная. Вкус пыльный. Также бетонные нотки. Все как всегда, если речь идет о голубых глинках. Чистенькая, не скрипит. Что насчет солинки заявленной? Я ее практически не чувствую. Может быть, она и есть, но, вероятно, не в этом кусочке. На ощупь очень гладкая. Руки пачкает прям хорошо-хорошо. Вся в глиняной пыльце. Солинку по-прежнему не нашла. Я люблю голубую башкирскую глину соленую. Так и называется, голубая соленая. Но вот там действительно солинка так солинка. Как будто фисташки кушаешь. Соль ярко выражена. Здесь я даже едва уловимую солиночку найти не могу. Небольшие желтые вкрапления внутри.
Чем-то на мрамор похоже. И по вкусу, кстати, тоже. Кто пробовал глинку мрамор, также найдет сходство. Они вообще мало чем отличаются, вот эти все голубые башкирские. Бархат, мрамор, сандин. Сандин только более сухая. Но вот эти голубые мелиус можно туда же отнести. Такое ощущение, что их с одного карьера роют. Но это, конечно, не так, добывают их в разных местах. Но по вкусу как братья-близнецы. В общем и целом глины неплохие. Кто любит голубые глинки, можно смело брать. Глины чистые, не скрипучие, очень нежные, сливочные, жирненькие. Залипание незначительное. Хорошие глинки. Но если вы ищете каких-то новых ноток среди голубых глин, то в глинах Мелиус вы их не найдете. То есть хорошая, добротная голубая глина, классическая, со стандартным вкусом. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!